А можно вопрос я пока задам? А на территории Хангаласского района у нас есть зарегистрированное территориальное общественное самоуправление? Юридически. Юридически зарегистрировано в Министерстве юстиции, территориальное общественное самоуправление есть, она у нас пока одна, и сегодня она представит свой проект во второй части в экспертизе проектов. Да. Это ТОСАТА, села Булгуняхтах. Хорошо. Потому что вот у вас запрос есть именно на развитие ТОСов. Вот в этом плане как-то сложновато, работа идет с главами. Разъяснительная работа, информационная работа уже продолжается не первый год, да, и ну вот с подвигов, прям таких активных работ, что-то очень сложно, если сказать, не скрывая, да, как есть на самом деле. И, ну, согласно закону, оформление ТОСа, она сама по себе не такая простая, да, оформление само. Это на муниципальном уровне очень много работы требуется, чтобы его зарегистрировать у себя в муниципальном образовании. И даже на этом этапе, можно сказать, работа идет дальше. Да? В Покровске было желание года 2 назад зарегистрировать один ТОС. Они сами ездили в Якутск на семинар. Будем иметь в виду. Общественники сами там все послушали. Пока приостановить оформление, там у них цели, задачи были какие-то большие, глобальные, и они, ну вот, пока решили не оформляться. Как бы общественная нагрузка все-таки, да, дополнительная. И пока, ну, вроде бы очень активно начали, потом что-то приостановились. Вот. А по разговору с представителем муниципальных образований, вообще, как идет активность населения по работам с ТОЛьбе, у всех по-разному. В некоторых наследях, ну, более-менее так активные. В некоторых наследях говорят, что нет такой активности населения, что по ТОЛьбе активная работа идет. Вот это вот режим, конечно, с пандемией связанный, конечно, всех посадил еще глубже, да? Кто не выходил сильно на активные всякие мероприятия, так и еще забили свои норочки. Хорошо, спасибо. Ну что, может, начнем? Время самый Давайте дорогой начнем. ресурс. Давайте, да. Ну что, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, зонального форума общественного действия развития в Хангаласском Улусе, я всех приветствую, представляю единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Меня зовут Вешникова Ольга Анатольевна, являюсь генеральным директором. И очень рада встретиться с вами в режиме онлайн. Надеюсь на скорые встречи в режиме офлайн. Раньше у нас ежегодные такие выезды были и по приглашению администрации, и по приглашению лидеров некоммерческих организаций. Но в двух словах могу сказать, кто мы такие. Был такой фонд, и он существует, фонд «Семья для ребенка». Ему было 7 лет, когда вышло распоряжение председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимира Викторовича Солодова об укреплении фонда «Семья для ребенка» и создании единого ресурсного центра с помощью финансовой поддержки целевого фонда будущих поколений. И, собственно говоря, наша команда – это эксперты, у нас 8 человек, которые специализируются исключительно на социальном проектировании, на помощи в регистрации некоммерческим организациям, на помощи в том числе создания и объединения ТОСов, на поддержку гражданских инициатив, волонтерских движений, объединений, молодежных организаций и так далее. И наша такая одна из основных задач – это администрирование конкурса грантов Илдархана. Мы проделали эту работу в режиме онлайн, что было очень, мне кажется, актуально в прошлом году и продолжается быть актуальным в этом году. Мы провели и администрировали этот конкурс совместно с уполномоченным органом Министерства
по делам молодежи, социальным коммуникациям. Вы знаете, что есть отдельный портал grantsyakutia.click, и все эти меры, они были очень своевременные. Могу сказать, что на Дальнем Востоке на данный момент мы единственный регион, в котором в прошлом году была апробирована вот эта система принципа одного окна, один портал, один уполномоченный орган, один администратор, один пул экспертов, и средства, аккумулированные в прошлом году, составляли из бюджета Республики Саха-Якутия 56,6 миллионов рублей. И, наверное, вы в курсе, что в данный момент до 7 июня, прошу поторопиться, и сегодня мы посмотрим проекты. Кто еще только разрабатывает, нужно чуть-чуть ускориться, потому что 7 июня завершается второй по счету конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на сумму более 103 миллионов рублей при софинансировании фонда президентских грантов. Это беспрецедентная сумма, которая является очень мощной поддержкой некоммерческого сектора. Но на самом деле за мной стоит баннер, и вот этот форум, он такой форум небольшой, так скажем, можем назвать его смело такой образовательной площадкой и ознакомительной площадкой. Наша задача в рамках проекта, который мы реализуем при поддержке фонда президентских грантов, развития институтов гражданского общества в малых городах и сельских территориях Якутии, наша задача встречаться, стратегировать, обучать проектированию, говорить о создании ТОСов. И сегодня мы с вами будем говорить о развитии некоммерческого сектора. Я расскажу, все-таки запрос вчера я услышала от общественников, от Пелагеи Петровны, что основная задача сейчас именно в проектировании, поэтому я на этом сосредоточу свое выступление. Дальше мы пригласили наших коллег и наших партнеров, это управление Минюста Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Мы поговорим о вхождении некоммерческих организаций в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Мы поговорим, как зарегистрировать ТОС. И буквально 2 дня назад прошла у нас школа ТОС, которую инициировал вновь избранный мэр города Якутска. Были все управы, было очень много общественников, было очень много вопросов, и наш юрист Вячеслав Ядреев пошагово рассказал алгоритм создания ТОСов, и верно заметила Пелагея Петровна, что здесь без такого движения навстречу органов местного самоуправления, самих общественников, да, невозможно родиться юридической организации. А ТОЛьБе, мы знаем, на территории Республики Саха-Якутия их очень много, они не зарегистрированы. Это наша исторически культурная такая единица, объединение людей. И мы выступили с инициативой, буквально вчера мы отправили письмо в адрес Илдархана о том, что нам необходим наряду с конкурсом для некоммерческих организаций, было бы неплохо, так же как в Югре, в Челябинской области, в Новосибирской области, организовать и провести конкурс грантов для физических лиц, как раз для поддержки незарегистрированных ТОСов, для поддержки инициатив, для поддержки местных сообществ и ТОЛьБе. Посмотрим, насколько реально будет этот конкурс, но это точно такая интересная стартаповская площадка, которая могла бы нам помочь в развитии наших инициатив и сектора. И по поводу вот пандемии хочу сказать свою реплику. Я бы сказала наоборот. Пандемия показала, кто настоящий. У нас 2247 некоммерческих организаций, и именно пандемия показала, кто реальный, кто жив, кто готов оказывать услуги, готов выступать в качестве волонтеров, готов принести пользу и делать, несмотря ни на что, делать все на улучшение качества жизни, на решение социальных, экологических проблем на своих родных территориях. Поэтому я считаю, что как раз пандемия – это такая была точка отправления к тому, что настоящее сотрудничество между властью, обществом, и еще, кстати, бизнес очень мощно подключился
вот этой борьбе с пандемией и с помощью людям, которые оказались в кризисной ситуации. Наоборот, вот я это вижу и в республике, и в городе Якутске, и мы это обсуждали на конференции Минэкономразвития Российской Федерации, которая прошла в апреле этого года в городе Москва. Поэтому я надеюсь, что при объединении усилий вы можете обращаться и обращаетесь в наш единый ресурсный центр. Мы готовы оказать консультационную, методическую, образовательную поддержку, и в том числе информационную вашим инициативам. Сейчас мы после обеда мы проверим и сделаем экспертизу ваших проектов, которые будут подаваться на конкурс грантов главы, и мы знаем лидеров, которые неоднократно участвуют в конкурсах фонда президентских грантов. Кстати, мы, пользуясь случаем, скажу, что мы направим обязательно вам исследование потенциала гражданского общества, которое мы сделали по поручению председателя правительства в прошлом году. Благодарим всех тех, кто онлайн принял участие в Хангаласском улусе в онлайн-анкетировании. Это было очень сложно, но 1000 респондентов со всей Якутии, со всех улусов приняли участие. В результате мы составили рейтинг, и в рейтинге Хангаласский район у нас занимает очень хорошую, достойную, я бы сказала, позицию. 6-я позиция в рейтинге Якутии. Это говорит о том, что ваши некоммерческие организации, во-первых, их достаточное количество, во-вторых, уровень информационной открытости достаточно высокий. Ваши НКО, охват благополучателей достигают достаточно больших масштабов. Еще 16% взаимодействия НКО с органами власти, и государственной власти и власти органов местного самоуправления. Это говорит о том, что у вас как раз налажены вот эти мосты взаимодействия власти и общества, и это очень здорово. Единственное, я бы хотела пожелать активности. Вот смотрите, у нас вроде бы форума 19 участников. Это абсолютно, я считаю, недостаточно, потому что мы провели в Горном улусе, у нас было 86 только консультаций, участников, конечно, было больше, а в Сунтарском было 148 участников. И поэтому я надеюсь, что в следующий раз нам не помешает ни пандемия, ни какие-то другие внешние причины для того, чтобы более масштабно, да, встречаться и обсуждать наши точки роста и проблемные вопросы. Я очень рада сегодня открыть наше мероприятие. Надеюсь, что оно принесет пользу. Прошу всех участников задавать вопросы прямо в чате, потому что мы не для того, чтобы без обратной связи, да, рассказывать. И поэтому, если есть запросы, мы должны тут же на них среагировать. Если не сможем ответить на вопрос прямо сейчас, то мы это сделаем чуть позже. И запись этого мероприятия будет вам предоставлена. Мы разместим на портале Единого ресурсного центра в YouTube-канале. Для чего? Для того, чтобы вы смогли разослать, может быть, поставить на сайте администрации Хангаласского улуса, чтобы кто не смог сегодня присоединиться, абсолютно свободно мог посмотреть и ознакомиться с тем, что мы сегодня говорили, чуть позже. Сейчас я с удовольствием предоставляю слово заместителю главы по социальным вопросам администрации муниципального района Хангаласского улуса Голокову Владиславу Алексеевичу. Здравствуйте, Ольга Анатольевна, уважаемые гости, активные наши хангаласцы, сотрудники ресурсного центра, главы, кто подключился. Конечно, вот сегодняшней работы от нашей, в рамках нашего зонального форума, и которую мы будем дальше проводить, всю эту работу, которую мы проводим, зависит наша активность. Поэтому я всегда во время совета глав, во время различных Zoom-мероприятий, конференций и так далее, я всегда призываю наших хангаласцев это к активности. Конечно, активных людей, их априори не может быть так много, да? Но
все-таки один может заражать другого, заряжать позитивом и так далее, и так далее, и так далее. Мы все можем вот именно развивать в том числе социальное направление, потому что оно сейчас очень актуально. Борьба с бедностью, различные социальные программы, которые идут на федеральном уровне, на региональном уровне и на нашем муниципальном уровне, все это должно развиваться. Конечно, очень сложно вот именно с муниципального бюджета выделять деньги, даже если есть материальные средства. Даже если есть материальные средства у нас в муниципальном бюджете, чтобы их выделить какой-то некоммерческой организации, социально ориентированной, нужно пройти большой фильтр, пройти контрольно-счетную палату, пройти юристов и так далее, и так далее. И, конечно, большим подспорьем здесь является работа наших социально ориентированных некоммерческих организаций, которые должны обладать всеми компетенциями, чтобы выигрывать гранты. К сожалению, да, у нас вот по статистике 63 некоммерческих организаций на сегодня. Спасибо Пелагее Петровне, что мы наконец-то создали наш улусный реестр некоммерческих организаций. На стадии уже завершения у нас идет это именно регламент выделения средств из муниципального бюджета нашим социально ориентированным некоммерческим организациям, потому что это тоже очень сложная процедура, и через регламент именно контрольно-надзорных органов, в том числе прокуратуры, вот это должно все проходить. Сейчас на данный момент у нас на конкурсе фонда президентских федеральных грантов у нас подано 13 заявок. Очень радостно заглав, значит, 1-2 Мальжагарского наследия, Немегюнского наследия, Максагалох, Синск, что они тоже с целью социально-экономического развития нашего улуса внесли свой вклад, создали свои такие вот социально ориентированные некоммерческие организации. Поэтому я обеими руками за. Я только очень рад, что вот Ольга Анатольевна обращает на нас свое внимание. Она, значит, подчеркивает, что все-таки мы обращаем внимание на этот вопрос. Наши хангаласцы, они активно себя ведут. Мы все учтем ваши пожелания, и у меня тоже конкретное предложение уже к Ольге Анатольевне, чтобы вот помимо форума, да, мы вот с Минтрудом, у нас тоже есть главы муниципальных образований, очень много вопросов по именно, ну здесь я немножко отклоняюсь, очень много вопросов по социальным контрактам, поэтому мы с Минтрудом планировали провести вот такой вот семинар, да, и как раз по наболевшим вопросам, потому что у глав есть наболевших много вопросов. Например, в частности, вот вчера ко мне приезжал Идяйский глава, и он говорит, что у нас соцконтракты люди сильно не желают заниматься. Вот в том же самом туризме, они могли бы по агротуризму, личному подсобному хозяйству заниматься, да? Но они говорят, что они не хотят лишаться социальных выплат, поэтому не хотят становиться индивидуальными предпринимателями. То есть здесь у нас, конечно, на законодательной базе еще нет предела совершенству наших федеральных законов. Поэтому, конечно, если мы будем снизу, с муниципального уровня, выходить через наш райсовет, выходить на органы исполнительной власти, на наш Ильтумен выходить и все время об этом заявлять, кричать, говорить, чтобы все-таки вот здесь вот у нас вот таких вот вилок не было. Это, конечно, я считаю, делать надо, нужно. Это будет благое дело для всех нас. Вот. И, конечно, предложение мое в чем заключается, Ольга Анатольевна, чтобы вот предметное, вот у нас, допустим, есть 13 заявок, да, мы, конечно, сегодня это все рассмотрим, все проговорим, да, но в рамках форума этого, конечно, не будет достаточно. Поэтому в рабочем порядке в виде мы можем дать площадку Zoom, площадку нашего безлимитного Zoom, потому что выезжать сейчас в город Якутск нельзя. Они могли бы вот по часам распределить каждого,
по вашим экспертам, да, и чтобы они конкретно вот отработали, чтобы у нас эффективность вот именно подачи заявок и эффективность их результативности, то есть выигрывания грантов, повысить. Потому что я знаю, что есть районы, я не буду сейчас их называть, но есть районы, которые очень хорошо работают. И нам, конечно, хангаласцам надо подтянуться. Надо подтянуться, потому что вот именно вот эта вот подготовка, реализация, вот юридические все вот эти тонкости и именно отчетность дальнейшая. Люди боятся, они вроде создают эти организации, но они почему-то смелости им то ли не хватает, то ли чего. Не все, конечно, хотят вот именно взять на себя вот этот груз взвалить и вот эту работу проводить. Они, конечно, и хочется, и колется, как говорится. Поэтому хотелось бы нам вот вместе с вами плодотворно работать. Еще раз повторю, что я очень рад сегодняшней нашей встрече. Я думаю, что сегодня по завершении у нас уже будет ясная картина, кто, как, что. И мы дальше, если у нас останутся какие-то рабочие вопросы, Пелагея Петровна, чтобы вот совместно с Ольгой Анатольевной нам вот взять Zoom-площадку, и буквально у нас остались считанные дни отработать по грантам и все-таки повысить эту эффективность. Еще раз я всех поздравляю с сегодняшним нашим мероприятием. Самое главное, желаю, чтобы поскорее у нас эта вот пандемия закончилась. Желаю всем здоровья и самое главное, не терять бодрости духа, запастись терпения и идти к своей цели. Самое главное, идти к своей цели, добиваться и вносить общий вклад в развитие нашего УЛУСа. А мы, как представители власти, со своей стороны приложим все возможности, чтобы вот именно наш некоммерческий сектор, наши активисты, наши социально ориентированные некоммерческие организации, все-таки они реализовали свои возможности. Спасибо за внимание всем. Спасибо большое, Владислав Алексеевич. И могу я сразу же на ваши предложения, тут же некие решения у меня родились в голове. Да, собственно, они не столько у меня родились, сколько это просто опыт. И есть предложения, которые можно, если хотите, и, уважаемая Пелагея Петровна, можем вообще после сегодняшнего форума здесь делать некие решения, что ли, или предложения по развитию некоммерческого сектора по результатам проведенного форума. Почему бы и нет, да? У вас в Хангаласском УЛУСе. Вот первое, что касается с Министерством труда и социального развития, это наши партнеры, и так как у меня есть опыт, 7-летний опыт, фонд «Семья для ребенка», мы как раз, целевая группа наша была трудная жизненная ситуация. Мы-то и стали в 2016 году первым ресурсным центром, который помогал некоммерческим и коммерческим организациям в рамках 442 закона о социальном обслуживании граждан войти в реестр негосударственных поставщиков соцуслуг. Поэтому здесь мы точно вам можем принести пользу, и приглашайте нас на совместные площадки с Министерством труда. Буквально вот о чем я говорила, письмо, постановочные вопросы к Илдархану, которые мы направили вместе вот с этим исследованием. Одним из предложений было возродить координационный совет по выходу некоммерческих организаций на рынок услуг. В том числе мы говорили раньше на уровне зампреда о тарифах, о том, как создать частное предприятие социальное. И у нас 16 некоммерческих организаций сейчас в реестре есть, всего их 39. Я даже параллельно к госконтракту хочу сказать, что ведь НКО может сейчас создать дом престарелых, частный какой-то реабилитационный центр для алкозависимых, для наркозависимых, бывших осужденных, и такие есть. И они получают компенсацию за услуги Министерства труда и социального развития. А что касается соцконтрактов, я буквально вернулась с Владивостока неделю назад. Мы ежеквартально встречаемся ресурсными центрами, можно сказать. И вот в Артеме, город Артем Приморского края, там некоммерческая организация взяла на себя
роль такую консалтинговую, консультационную роль между получателями потенциальными соцконтракта и управлениями соцзащиты Артемского округа. И, может быть, в помощь вам будет некая НКО, которая в уставной деятельности есть как раз в том числе и социальное обслуживание или помощь людям в трудной жизненной ситуации. И еще одно из, может быть, предложений. Вот мы в Жиганском Улусе, у нас уже родился ресурсный центр. В Среднеколымском Улусе родился ресурсный центр. А в Анабарском мы сейчас это обсуждаем. У нас просто в прошлом году наш вектор был направлен на Арктику. Мы знаем такие микроресурсные центры в Нерюнгри, в Мирном. И, может быть, вам подумать о том, что поддержать, вот так как нас поддержали в прошлом году, усилили, и мы стали единым ресурсным центром на всю республику, поддержать одну из ваших сильных лидерских организаций, наделить ее полномочиями ресурсного центра, мы им поможем, возьмем на сопровождение методическое. И нам так будет легче, если у нас будут такие точки соприкосновения не только вы, Пелагея Петровна, да, но будет ресурсный центр, который будет таким посредником между городом и Хангаласским улусом. Вот Арктика, где-то это вообще, вот в Анабарском улусе на первых порах на себя взяла замглавы, кстати, по соцвопросам. Она сидела и делала, я сама видела, как она родила 5 уставов и зарегистрировалась в результате первый в Анабарском районе ТОС, благодаря ее усилиям. И сейчас все проекты, которые отправляются на конкурсы, именно она нам направляет, то есть она стала таким центром. Может быть, это не будет ресурсный центр как юрлицо, может быть, это ресурсный человек, мы его называем. Вот нам такой человек нужен, который бы как раз, что касается сейчас консультаций, тогда нам нужно прямо список, нам нужны проекты, и не мы должны у вас их запрашивать, а вы должны их сформировать и к нам направить, и мы точно выделим, я вам обещаю, на следующей неделе день, когда мы сядем и проверим ваши проекты. Вот от А до Я, ну и Zoom, если что, у нас тоже есть, и здесь мы абсолютно открыты. Вот у нас в Сунтарских сейчас, по-моему, 12 проектов лежит, и мы их все между собой распределили. И, ну, есть другие районы, и Хангаласский улус. Я помню, что вы были первые, кто вышел на нас, и мы подписали соглашение о сотрудничестве. Такое не забывается. Поэтому в рамках этого соглашения и от себя лично наши соседи, Хангаласский улус, пожалуйста, обращайтесь, и действительно онлайн. Я пока предлагаю это сделать онлайн. Мы открыты, мы готовы, и сейчас попрошу все наши координаты разместить в чате, скачайте себе, и записаться вы можете и ко мне лично, через администратора, и через портал. Через портал даже удобнее, потому что там почасовое идет распределение. Вот у меня такие предложения родились. Пелагея Петровна, Ольга Анатольевна, мы уже тогда на следующей неделе день можем назначить, да? Вы какой день предлагаете? В режиме зума. Так, давайте календарь посмотрим. Потому что, ну, у нас, скажу сразу, да, у нас четверг, пятница, форум по столетию ЯССР проходит 2 дня. Там у нас Пелагея Петровна, она как раз задействована. Поэтому у вас вот район Сунтарский, когда вы разбираете? Мы уже, они, получается, самоорганизовались, и нам на почту ресурсного центра просто вот так вот шлют. Это как раз результаты проведенного форума, который у нас случился в апреле. Вот. Горный когда тоже съездили, и они теперь знают. По сценарию пойти, что вот вас не отвлекать, или как вы предлагаете? Тоже как Сунтарский район сделать, послать? Можно так, можно сделать день, но если вы говорите о том, что, ну, значит, 2 часа нашего времени, ну, тогда они прямо вот четко, то есть я попрошу Пелагею Петровну сделать прямо четкий сценарный план, кто за кем и что.
Это первое. А второе, нужно, и мы попросили участников сегодня, которые будут защищать свои проекты, презентовать после обеда, очень важно, чтобы они уже были на портале. Тогда очень легко вывести пользователю, вывести на экран презентацию, и мы смотрим, во-первых, как еще заполнено, потому что и Дмитрий будет сегодня, он скажет немного о том, что есть некие технические особенности, как прикрепить устав правильно, да, как правильно последний лист заявки подписать, поставить печать. Если вот в этих нюансах сделать ошибку, мы как администраторы можем отправить на доработку или вообще отклонить проект. И это очень обидно, когда проект хороший, а из-за каких-то технических, да, помарочек он у нас не проходит, и он даже не дойдет до экспертов. Вот эти нюансы тоже. Мы об этом сегодня обязательно поговорим. Так что, ну, может быть, давайте 2 июня после обеда приблизительно. И буквально 2 часа, 2,5 часа, я думаю, будет достаточно. Мы так себе поставим, если вы не против, график. 2 июня после обеда, в течение 2 часов, вот всех наших конкурсантов, претендентов подтянуть мы можем, да? Это среда. Это среда. Пелагея Петровна кивает мне, я ее вижу отсюда, значит, можем. Ну, хорошо. Значит, Ольга Анатольевна, значит, по поводу, правильно вы говорите, как нельзя, конечно, 8 человек на всю республику, это очень маловато, конечно. Поэтому резонное ваше предложение, что здесь у нас в Улусе должен такой вот, какая-то микромодель должна быть, которая будет как раз посредником, потому что одной Пелагеи Петровне тянуть вот весь Улус, это, к сожалению, тоже невозможно. Нагрузка у нее большая, поэтому я уже думал над этим делом, и мы вот 2 молодых людей берем из активистов, со следующего года мы берем штат. Мы вот сейчас вот думаем с отделом кадров и с главой, как это сделать, где они закрепятся, и все-таки я думаю, что нагрузку им надо дать. Но они, конечно, молодежь всю подтягивать будут, они и сами из волонтеров, и поэтому я хочу им вот это вот поручить. Я уже об этом думал как бы на днях. И получается, что мы с вами вместе, у нас мысли сошлись, Ольга Анатольевна, получается. Поэтому, безусловно, я буду настаивать перед руководством Улуса, чтобы вот эти 2 человека, они как раз и занялись, вот эта микромодель вот ресурсного центра здесь была. Отлично, потому что это как раз логично очень, в чем логика? Вот смотрите, у нас же несколько ресурсных центров в республике Саха-Якутия, и в принципе мы все некоммерческие организации, но это очень сложно сделать на местах, и мы видим иногда такой большой потенциал в людях, которые работают в администрациях, они абсолютно неравнодушны, знают свое дело. Это вот Мирнинский, я очень благодарна район, там есть Юлия Добровольская, с которой мы сотрудничаем, и она вывела весь район в части поддержки НКО на 1-е место. Мирный опередил вообще Якутск. Да? И поэтому, если в помощь Пелагеи Петровне будут люди, неважно, они муниципальные служащие, они лидеры, они общественники. Самое главное – создать сообщество, которое мы обучим, приедут они к нам, проведем стажировку. И задача наша только двигаться в одном направлении. И правильно, что молодежь – это абсолютно политически верное решение, потому что сейчас ставка сделана на молодежь. И у нас МУСУ-СТАР прошел, да, фестиваль, были эксперты Росмолодежи, и мы, как ресурсный центр, абсолютно видим, что у нас очень небольшой процент поданных заявок и очень мало победителей. А это тоже инвестиции, гранты фонда президентских грантов, гранты Росмолодежи физлицам. Это же здорово, когда ваш молодежный лидер может привлечь до 2,5 миллионов рублей на реализацию конкретного, эффективного, актуального проекта. Поэтому мы готовы взять на сопровождение ваш будущий ресурсный центр. Спасибо, Ольга Анатольевна. Все, вопросов нет.
телефон совсем горячий станет. Звук отключился, да? Ну что, тогда переходим к образовательной части. Торжественное открытие завершилось. Открываем презентацию. Да-да. Я хочу спросить, если у меня нет своего бухгалтера, как мне отчитывать? Я очень затрудняюсь насчет этого. Да, хорошо. Вопрос понятен. Хорошо, вопрос понятен. Мы еще с вами запланируем, да, серию, наверное, вопросов и ответов. Сегодня сделаем до обеда и после уже презентации проектов обязательно. Но пока открываем презентацию, я отвечу. Действительно, это составляет очень большую сложность. Когда мы создаем юридическую организацию, хорошо, когда мы общественная организация не зарегистрированная, да, мы что-то делаем, нам оценку дают жители, мы видим плоды своих трудов тут же сразу и воочию, но как только мы создали юридическую организацию, зарегистрировались в налоговой, в Минюсте, на наши плечи ложится весь тот груз ответственности налоговой перед пенсионным фондом, перед ФСС, перед Минюстом. Если мы разработали проект, отправили его на конкурс, победили, и у нас такие случаи были, когда общественники приходят и говорят: да я даже сам не рад, что я победил. Вилюйский, Сунтарский район, были такие большие сложности в отчетности. И здесь мы для себя тоже берем такую, ну, у нас есть ряд семинаров по отчетности, но я думаю, что нам нужно тоже усилять это. А что касается бухгалтерской отчетности, во-первых, у нас есть ресурсный центр АКФА, конечно, который может вас проконсультировать, но мы с вами прекрасно знаем, что бухгалтерская отчетность, она в том числе ежемесячна. И даже если у нас все по нолям, штрафы могут прилетать только за то, что мы за 1 месяц не отправили в пенсионный, например. И если мы не отправили отчет в Минюст, забыли, нам тоже не очень хорошие приходят телеграммы, письма, извещения и так далее. И самое главное, опять же, все эти штрафы ложатся на плечи и на кошелек общественника. Здесь я бы что посоветовала? Если пока нет единого ресурсного центра у вас на территории Хангаласского улуса, может быть, подумать о том, чтобы на первых порах помочь общественникам и проконсультировать их могла какая-то бухгалтерская консалтинговая компания, или же, ну, это, конечно, не просто администрации улуса взять на себя вот консультирование, потому что надо понимать, что учреждения органов власти и НКО, и коммерческие организации, мы чуть-чуть отличаемся друг от друга. Поэтому здесь я вам советую, если проконсультироваться, то АКФА, если о будущем думать, то нужно подумать на уровне администрации, может быть, в будущий ресурсный центр включить вот эту одного бухгалтера, вначале волонтером, а потом подумать, как можно же в проекты закладывать. Лично мы своего бухгалтера закладываем в проект. То есть его услуги у нас полностью расписаны в проектной деятельности. Есть проекты, мы оплачиваем из грантов, нет проектов, тогда за счет организации, конечно. Вот. И третий момент – это когда наши родственники, друзья, соратники, партнеры пробоно волонтерами выступают и берут на себя вот бесплатное бухгалтерское сопровождение и учет. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Он действительно сложный, и к нам сейчас обратились 6 организаций, которые предложили нашему ресурсному центру создать вот такой блок бухгалтерской отчетности, и мы об этом думаем. Если что-то придумаем, мы обязательно вас оповестим. Ну, Пелагею Петровну точно. Ну, давайте мы с вами приступим к образовательной части. И это у нас PDF, да? И в 2 словах я еще раз остановлюсь
о нашем едином ресурсном центре для того, чтобы понимать, кто у нас, чем мы занимаемся, на что направлены наши усилия. Наша цель, конечно, это содействие развитию некоммерческого сектора, но и создание, развитие гражданских инициатив республики. Кроме консультационных, информационных, методических, образовательных услуг, мы готовы и работаем предоставляем услуги специалистам органов местного самоуправления о том, чтобы рассказать, и поверьте, каждый раз мы рассказываем, что НКО – это не НЛО, не надо этого бояться, это всегда в помощь, это сектор экономики, это инвестиции. Я вам покажу слайд, сколько некоммерческие организации привлекли средств в республику за прошлый, вроде бы очень сложный ковидный год. Чем занимаются эксперты Единого ресурсного центра, кроме семинаров, вебинаров, тренингов? Мы являемся экспертами. Лично я являюсь экспертом в других регионах проектирования. По социальному проектированию у нас практически все владеют этой технологией. Почему? Потому что моя задача как руководителя перед собой поставила, мы не можем обучать проектированию, если мы сами не разработали ни одного проекта. И поверьте, у нас практически все сотрудники являются руководителями своих проектов. У нас есть и проекты, поддержанные фондом Потанина, есть проекты, поддержанные фондом Тимченко, есть проекты, поддержанные фондом президентских грантов. На данный момент мы реализуем 2 крупных проекта. И каждый сотрудник, каждый эксперт, он является либо координатором, либо методистом этого проекта. Все от разработки до сдачи отчетности. Поэтому у нас молодые люди, но я вас уверяю, что у них очень большой опыт в проектировании. В том числе они принимали участие в Росмолодежи конкурсах. Дальше мы проводим независимую оценку качества услуг социальных. Вот сейчас буквально мы по госзаказу Минтруда это делаем, причем наша организация, как Фонд «Семья для ребенка», этим занимаемся с 2015 года, поэтому очень большой здесь опыт. И исследовательская деятельность, как я уже говорила, вот наши исследования, которые мы обязательно отправим, но в принципе вы можете посмотреть и на нашем портале, который отправлен в чат. Дальше администрирование грантовых конкурсов, но также внедрение социальных технологий. И технологию я, наверное, вкратце вам тоже покажу. Ну, вот это прошлый год, гранты главы было 256 заявок, в этом году мы ждем более 500 заявок, а также мы администрируем грантовый конкурс Алмаз-Регионбанка. В прошлом году был выделен 1 миллион, в этом году был выделен 1 миллион. В прошлом году было 38 заявок, в этом году у нас более 50 заявок. И поверьте, вот когда делали отчет, как раз Дмитрий Куприянов делал отчет за прошлый год, а бизнес, он все оцифровывает и все просчитывает. Очень хороший слайд получился и отчетности. Бизнес посчитал, что за 1 миллион было более 9 тысяч благополучателей, которые были так или иначе оказаны услугами некоммерческих организаций, победителями конкурса, либо корпоративными волонтерами. Мы знаем, что у вас тоже есть победители. И самое главное, они посчитали все, сколько посажено саженцев, деревьев, цветов, сколько семей, сколько детей было охвачено услугами победителей, ну, грубо говоря, сколько психологических услуг, сколько педагогических, сколько, значит, было волонтерских различных бригад, действий, мероприятий. И мне вообще вот этот подход KPI, то есть критерии эффективности, который нам предложил бизнес, очень понравился. Я думаю, что мы его будем в своей деятельности еще применять, и это очень важно. Не только хвалить победителей и давать им грамоту за то, что они выиграли фонд президентских грантов, их проект победил, но самое главное, мне кажется, это
благодарность местных жителей, и когда реализован проект эффективно, без помарок и сдана отчетность, вот тогда точно надо давать благодарственные письма. Вот посмотрите на этот слайд, который доказывает нашу с вами актуальность, что мы сектор экономики, то есть наряду к 56 миллионам рублей, которые были выделены из государственного бюджета Республики Саха-Якутия, 1 миллион рублей Алмаз-Эргенбанка. Вот такая сумма была привлечена в прошлом году, но здесь стоит 2021, но проекты фонд президентских грантов были до октября, как вы знаете, поданы. И вот эта сумма, когда мы все сложили, получилось у нас более 112 миллионов рублей. Вот посчитайте, сколько в ваш район может инвестиций прилететь в виде грантов и субсидий, который не облагается налогами. Внутри, конечно, если вы берете по ГПХ, по трудовым и оказанию услуг людей и так далее, но сам грант налогом не облагается. И, кроме того, у нас расширяются наши грантооператоры, список их расширяется, у нас появляется Владимир Потанин, у нас появляется фонд Елены Геннадий Тимченко, Росмолодежь, фонд Абсолют помощь и так далее. И посмотрите, как много всего было сделано, сколько было участников мероприятий проекта за прошлый год, сколько мы провели экспертиз, сколько было количество проектов и сколько было семинаров и вебинаров. Зайдите на наш YouTube-портал «Единый ресурсный центр». Сразу выходим мы, и вы увидите там очень много вебинаров, семинаров, которые записаны, которые выложены, мы абсолютно не жадничаем, это все для общего пользования, и я считаю так, что если человек хочет получить информацию, сейчас век информации, он 100% ее получит. Сказать, что я не знал, не понял и так далее, это уже как-то, мне кажется, это значит небольшая мотивация и небольшое желание. Вот выездные и онлайн мероприятия, гражданские выходные, которые мы провели в прошлом году. И вы видите, что Хангаласский улус тоже у нас вошел. И мне радостно, что мы вообще со всеми 13 арктическими улусами в прошлом году общались, успели даже выехать в несколько улусов. Но пандемия нам позволяет сейчас работать только в режиме онлайн. А в этом году у нас гражданские выходные проходят, собственно говоря, вот в виде зональных форумов. Так, вот есть у нас такое пособие. Наша методическая деятельность, она заключается в издании различного рода пособий. Есть у нас такой конструктор, мы его, по-моему, вам направляли. Если нет, то тоже онлайн вы можете увидеть на нашем портале. Если есть нужда, мы вам можем отправить, но, к сожалению, сейчас у нас уже осталось буквально единицы. Во все районы по одному экземпляру мы точно отправляли. Задача такая – рассказать от регистрации НКО, конструктор социальных проектов. И вот как раз очень важная книжка для вас, для администрации, конструктор ресурсных центров поддержки СОНКО. Какие бывают ресурсные центры, какого уровня, бывают отраслевые, можно создать ресурсные центры, есть такие по стране, которые только специализируются по услугам, да, и я вот сегодня выше говорила о том, что услуги, вообще идет сейчас такая тенденция разгосударствления сектора социальной сферы. То есть мы видим, что и возможно сейчас создать частный детский сад, частную школу, частный пансионат для престарелых, частный реабилитационный центр, возможно создать частный музей, частную спортивную школу. Это все возможно. Другое дело, если мы не будем знать, какие меры поддержки есть для таких организаций, или мы не будем добиваться того, чтобы эти меры поддержки были введены на региональном уровне, ссылаясь на законодательство федеральное, то нам, конечно, будет сложно. И поэтому мы вот всегда открыты, и ваши предложения
отправляйте, мы это все готовы обрабатывать. И надеюсь, на гражданском форуме 25 июня мы будем обсуждать вот те болевые точки и точки роста, которые нам необходимо, над которыми нам необходимо работать. И мы как единый ресурсный центр берем на себя такую функцию, как представление, наверное, ваших интересов в органах власти, Минэкономразвития РФ, Общественная палата РФ, и у нас есть очень хорошее и очень сильное сообщество ресурсных центров страны, и наш центр туда входит. Вот посмотрите еще один ресурс, который вы можете использовать, это информационный ресурс, и он называется «Карта гражданских инициатив». Вот у вас с открытостью более-менее все прозрачно и хорошо, вы рядом с городом, информированы, у ваших НКО у некоторых есть сайты, соцсети и так далее. Но если ваш проект, вы считаете, и вообще хорошо было бы, если бы ваш проект был на карте гражданских инициатив. Это все делается абсолютно несложно, вы регистрируетесь на нашем портале, заполняете, и ваш проект абсолютно легко и свободно появляется на этой карте. Эта карта привязана на портале grantsyakutia.click. То есть One Click Якутия видит эту карту, а мы хотим вообще ее связать и с активностью администраций. И вот сейчас на этой карте вот прямо видно, где белые пятна, где какие районы еще пока не зарегистрировались, может, кто-то не смог и так далее. И по районам там выгрузка есть, и по направлениям есть. И в чем ее особенность? Такая карта есть в Хабаровском крае, такая карта есть в Югре. Мы ее, конечно, не изобрели, но нам было поручено председателем правительства ее разработать, а средств на это не было. Тогда наши коллеги разработали проект, отправили на конкурс в фонд Потанина. Выиграли около 1 000 000 рублей. В результате есть и карта, есть техническое оснащение, и мы периодически проводим обучение. Если у вас есть запрос по обучению конкретному, как сделать выгрузку вашего проекта, неважно, кто вы, представитель НКО, незарегистрированные лидеры местных сообществ или даже социальные предприниматели, вы абсолютно спокойно можете свой проект разместить на этой карте, и мы надеемся, что она заработает в том плане, что мы начнем обмениваться ресурсами. Пандемия показала, что очень важно сейчас ресурсы экономить, не растрачивать их, и если они есть, направлять, вот о чем сегодня говорилось, да, материальные ресурсы очень сложно передать, но город Якутск показал, что было очень много автолюбителей, которые во время пандемии в прошлом году летом предложили свои автомобили, можно сказать, свои услуги ГСМ на то, чтобы развозить одиноко проживающим престарелым вот эти продуктовые наборы, потому что корпус волонтеров бы и волонтеры-медики бы не справились в одиночку. Поэтому нужно иметь в виду, что ресурсы есть всегда и везде. Нужно их правильно саккумулировать и, может быть, перенаправить. А мы, некоммерческие организации и лидеры местных сообществ, должны точно знать, где есть волонтеры, где есть добрый человек с машиной, где есть какое-то оборудование, компьютерное, например, или демонстрационное, которое нам необходимо для реализации мероприятия, акций, флешмоба и так далее. Вот, и, может быть, даже близлежащие коллеги из близлежащих районов нам тоже чем-то могут быть полезны. Вот нам надо, что называется, выстроить вот эти партнерские связи. И я всегда говорю, что один в поле не воин. Абсолютно как проектировщик социальный могу вам сказать, что проект можно разработать в одиночку, но реализовать в одиночку проект невозможно, нужно сообщество. Здесь буквально в 2 словах хочу рассказать, что мы реализовали в прошлом году и в позапрошлом был такой проект, поддержанный фондом президентских грантов, целевым фондом будущих поколений «Арктика». Он показал, что необходимо нам встречаться, необходимо и есть нужда в консультациях, в образовательных мероприятиях, есть нужда в неком ликбезе, мы должны рассказывать, что такое НЛО, какие есть меры поддержки и для органов власти, и для бизнеса, и для общества.
Вот это куда мы успели выехать: Анабар, Оленек, Устьяна, Жиганск. Но, к сожалению, пандемия нам сказала стоп, и мы вышли в режим онлайн. И даже для того, чтобы наши коллеги получили вот эти конструкторы, исследования, различные методические материалы, мы выходили на нарочных, то есть на представителей районов. Они все приходили в пандемию к нам сюда, мы отправляли флешки, мы отправляли методические материалы, различные пособия и так далее. Мы провели гражданские выходные сразу в 6 улусах, потом во всех 13 арктических. Было 6 экспертов федеральных из Владивостока, Тюмени, Москвы, Хабаровска, которые делали как раз экспертизу проектов. И вот эта интересная фотография. Кто эти люди? Это представители районов, которые приезжали, забирали вот эти вот конверты, передавали в администрации, и уже администрация становилась тем центром трансляции вот всех технологий, которые мы передавали. И очень важно здесь, да, нам вот эту связь держать, быть всегда, ну, как бы на связи и в партнерских отношениях. Это очень важно, потому что, ну, вот развитие проекта «Арктика» показало, что без этого невозможно. Но это в 2 словах о том, что мы в том числе принимали, и ваши волонтеры наверняка, и есть здесь, кто принимал участие в акции «Мы вместе». Если вы не знаете, то у нас есть такая целевая группа у фонда «Семья для ребенка», в частности, есть такая целевая группа, которая называется «Выпускники детских домов». Мы их называем, ну вот по старинке. У вас есть Махсагаловский центр семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Мы с ними давно в партнерских отношениях, и всю зиму, весь прошлый год и этот год мы будем продолжать оказывать им услуги. Мы проводим онлайн-вебинары по финансовой грамотности. Посмотрите, сколько мы раздали продуктовых наборов для выпускников, которые уже проживают самостоятельно, у которых есть дети, детские наборы, продуктовые. Мы им помогаем трудоустроиться, мы защищаем их права в суде. Вот сегодня будет консультация, 2 девочки они готовятся к предстоящему суду для того, чтобы восстановить свои права на жилье. То есть вот этим мы тоже занимаемся. И вот буквально 3 слайда, но я хочу показать вам такую интересную технологию, которую мы совместно с Минтрудом и с администрацией Мадутского наследия разработали в 2018-2019 году. Собственно говоря, было такое поручение. Мы разработали технологию, которая называется социальное сопровождение. Ну, кто из социалки знает, что есть такая статья в 442-м федеральном законе, как раз сторонние организации, в том числе некоммерческие и коммерческие, могут взять на себя сопровождение семей в трудной жизненной ситуации. И в 2018 году в Мадутском наследии было таких, мы домохозяйствами прямо считали, делали очень сложное анкетирование, 40 домохозяйств, которые находились в ТЖС СОП, и, кстати, были получатели соцконтракта, и они были получателями различного рода пособий, и было принято решение сконсолидировать усилия власти, муниципалитета и общества, и из апатичного депрессивного состояния у нас, мне кажется, наш Мадутский наследие расцвел. Сейчас это, конечно, не город солнца Кампанеллы, но они участвуют в различного рода конкурсах. Там пока еще не родилось ни одной некоммерческой организации, но это не значит, что там нет местных инициатив. Они участвуют в инициативном бюджетировании и так далее. И вот результаты за 1,5 года, но уже прошло 2,5 года, и минимизировались вот эти домохозяйства, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
как раз волонтерские, наставнические технологии помогли людям открывать свое дело. Конечно, там при поддержке правительства достроили новый детский сад, сейчас уже дорога полностью от Намцев отремонтирована, они хотят создать музей под открытым небом, идет переговоры с польским посольством, есть молодежное движение, отреставрировали старый сельский клуб, построили балаган для проведения общественных мероприятий, был у них такой ангар заброшенный, да, они его отремонтировали, ввели 3 штатных единицы, и теперь это спортивный целый комплекс. Вообще сделано очень много. Сейчас, я знаю, они победили в конкурсе Минфина инициативное бюджетирование по электрификации, газификации и проект дома для молодых специалистов. Ну, короче говоря, вот если захотеть, и мы как раз, вот этот наш проект «Сайды», это как раз про малые территории. Если сейчас здесь присутствуют главы наследов, которые примут решение, что им необходимо внедрить такую технологию, они готовы взять на себя вот эту такую массированную поддержку, приглашайте нас. Кстати, Дмитрий выезжал вместе с точкой кипения, да, Академии будущего в Китыбе, и ваше вот это село прокачивали, и, может быть, здесь даже присутствует глава или представители, и ведь если захотеть, можно сделать много. И не надо забывать, что при этом совместные усилия власти, общества, ну и бизнес в том числе. Малый и средний бизнес, он обычно не остается в стороне, если у нас есть какие-то потребности, если нужно помочь в решении социальных проблем и так далее. Ну и еще 2 слова про наш проект. Проект этот родился в прошлом году в условиях ковида, но нашел свою поддержку в фонде президентских грантов, и уже проведены ряд зональных форумов в Сунтарском районе, как я говорила, в Горном, в Мирнинском районе, сегодня Хангаласский район, я думаю, будет больше, и не думаю, а точно, впереди у нас Намский, Мегино-Кангаласский и другие районы. Что мы будем делать? Нам нужны будут инициативные группы, лидеры местных сообществ, инициативных групп. В ноябре этого года мы вас привезем, то есть ваша задача определить, кто у вас лидеры. Лидеров мы привозим сюда, в Якутск, проводим выездную школу, прокачиваем, как раз отправляйте ваших, возможно, будущих и представителей ресурсных центров. Дальше в марте 2022 года мы будем делать выездную школу местного эксперта. Ваш лидер или лидеры должны превратиться в экспертов, которые всю трансляцию, которую мы передадим здесь, они будут делать у вас на месте. Они обязаны будут собрать людей, и все, чему мы научили, провести мастер-классы, тренинги и семинары. Это обязательное условие. Мы берем на себя полностью проезд, проживание, питание. Так что определяйте, кто у вас будет такой лидер, с кем мы будем и не год, и не 2 дружить. То есть по факту это и будет тренер-эксперт, который может потом впоследствии войти в ваш ресурсный центр. Дальше в следующем году мы продолжим вот эту совместную с Целевым фондом будущих поколений форум корпоративной социальной ответственности. Мы такое проводили в 2019 году. И, собственно, Алмаз-Эргенбанк яркий представитель. Но я думаю, что грантовые конкурсы могут родиться не только у Алмаз-Эргенбанка. У вас есть вот крупная, как называется, цемент, ваше крупное предприятие, которое производит цемент. Я знаю, что это настоящий благотворитель и меценат, но можем помочь мы, как администраторы конкурса, разработать микроконкурс на лучший проект,
на лучшую инициативу, которую может поддержать ваши представители бизнеса, которые присутствуют на вашей территории. И обязательно пригласим в следующем году. И итоговый форум «Школу развития институтов гражданского общества» проведем в июне 2022 года, в апреле, потом в июне, и итоговый форум в июле. И таким образом, я думаю, что мы тоже точку ставить не будем, так же, как с Арктикой. И у меня была встреча в апреле месяце, я была в фонде президентских грантов, встреча была с заместителем генерального директора, с господином Дементьевым, который, у него очень хорошая память, он сразу, когда меня увидел, спросил, как там ваш ресурсный центр Арктика. Я знаю, что вы закончили проект, будете ли вы продолжать? Мы обязательно будем продолжать. И поэтому эта история с зональными форумами, история с АйДы, история с Арктикой, она точно долгоиграющая, и невозможно так же, как когда мы берем на сопровождение, да, ребенка или семью, или молодого человека, которому мы должны передать ряд компетенций, это точно не одноразовая история, это многоразовые встречи, консультации, но единственное, что очень хорошо, когда это все либо организовано, либо мы уже, каждый найдет, ваш лидер найдет своего эксперта в едином ресурсном центре, и мы будем уже, ну, как бы такой диалог прямой вести между экспертом и лидером сообщества Хангаласского улуса. И вот еще что. Обязательно определите, кто у вас неравнодушный гражданин. И чаще всего город Якутск показывает, что неравнодушные граждане, они сами определяют, что они неравнодушны, и это нормально, потому что будет конкурс. К нам обратился фонд Монастырева в этом году. Эта история пришла к нам с Приморского края. В этом году на Камчатке, я тоже там была, и там сейчас идет эта премия, в смысле идет сбор заявок на общественную премию «Неравнодушный гражданин», Сахалин, Приморский край и Якутия. В этом году 1 апреля начал прием заявок. Сейчас заявок у нас немного, но мы точно будем продлять сроки. Я думаю, что сроки будут продлены до августа. Мы об этом объявим 1 июня. Заходите на вот этот портал yakutia.неравнодушныйгражданин.рф. Если вы наберете по-русски просто в Google систему «Неравнодушный гражданин», сразу выйдет 4 региона. Выбираете Якутию, заполняете, подаете заявку. Очень красивая, помпезная будет у нас встреча и вручение этой премии. Активная это будет в городе Якутске. Прилетит сюда к нам представители Приморского края. Все это уже абсолютно оговорено с администрацией города Якутска. И горожане города Якутска очень много заявок отправляют. Я хочу, чтобы Хангаласский район также у нас очень активно принял участие в этом. Да, и, собственно, еще раз наши координаты, да, и я сейчас, собственно, то, что я хотела сказать, я уже завершаю. Еще раз говорю о том, что мы открыты, осталось у нас всего лишь несколько дней до 7 июня, дедлайн у нас, ночь 7 июня, когда вы можете отправить на конкурс, конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия. И сейчас я хочу буквально 15 минут, чтобы Дмитрий рассказал о технических особенностях подачи заявки на этот конкурс. Это очень важно, и мне всегда обидно, когда очень хорошие проекты слетают только потому, что прикрепили не тот устав, не прикрепили заявку, не поставили подпись, печать, и были обиды в прошлом году. Давайте мы вот это все сейчас на берегу с вами предотвратим. И после этого по программе у нас встреча с представителями Минюста по Республике Саха-Якутия, встреча с нашим экспертом, юрист-консультантом Вячеславом Медведевым. Присядешь? Да. Садись. Так, всем добрый день. Очень приятно работать с такой аудиторией интересной.
Демонстрация экрана. Скрыто. Ага, хорошо. Очень приятно приветствовать своих коллег, друзей с Хангаласского района. Я, как один из представителей, собственно, Хангаласского района, очень рад приветствовать своих земляков. Достаточно интересная тема у нас сейчас будет разговора. Пока вот, конечно, времени осталось не так много, но постараемся успеть осветить все эти основные моменты. Так. Демонстрация экрана. Так вот, технические особенности заполнения заявки на грант главы. Собственно, конкурс идет до 7 июня. Осталось не так много времени, и сейчас особенно остро как раз-таки стоит вопрос о том, что при заполнении заявок мы должны учесть очень много важных пунктов. Для начала, конечно, стоит обеспокоиться с тем, что вам надо проверить, есть ли у вас непогашенные пени, задолженности, штрафы, если у вас какие-либо обязательства перед уполномоченным органом, перед правительством, перед руководством Республики Саха-Якутия, именно вот, возможно, нереализованные проекты в рамках грантовых конкурсов различного рода, потому что имеется информация о том, что даже если у вас будет, например, 5 копеек, именно 5 копеек даже пени или штрафов по там, задержке или же из-за того, что там опоздали на несколько минут со сдачей отчетности, то многие эти моменты бывают упускаются из вида, поэтому этот момент надо проверить. Также уполномоченный орган Министерства по делам молодежи сообщило, что если вы, например, в прошлом году или в позапрошлом году выиграли грант, но ввиду сложившихся обстоятельств не реализовали ее, то, соответственно, вы также не можете принимать участие в этом году. Следующим пунктом, конечно же, является именно загрузка документов. Справа видите, например, пример постановления, достаточно в плохом состоянии отсканировано, то есть стоит учитывать, что на такие моменты обращается особое внимание, поэтому всегда обращайте особое внимание на то, как вы сканируете документы, качество скана должно быть очень хорошее, мы рекомендуем, конечно же, делать максимально качественную, то есть там есть в сканерах такой пункт, как DPI, там 200 DPI, 300 DPI, поэтому выбирайте достаточно хорошие показатели. И отсканированные документы, они должны быть в хорошем качестве в формате PDF, одним файлом. Вы не загружаете 15-16 страниц, например, устава отдельными листами, вы их компонуете в одно. Существует множество приложений, сайтов онлайн, которые именно конвертируют множество PDF-страниц в одну. Очень важно этот момент учитывать. Также стоит помнить, что в уставе на последней странице есть пометка от Министерства юстиции о регистрации вашего документа, о регистрации вашей организации. Там стоит определенная печать, подпись, собственно, руководителя Министерства юстиции. Этот документ также, эта сторона также должна быть обязательно. Вот. По техническим аспектам именно заполнения заявки на сайте. То есть я так понимаю, в принципе, вы все уже ознакомились с сайтом, с строением сайта. Те, кто у нас участвовали в фонде президентских грантов, грантовых конкурсах, вы, в принципе, могли заметить, что в этом году все проведено, постараясь привести максимальное соответствие именно к единому окну, чтобы вам было удобно работать. Тем не менее, есть определенные моменты, например, те, кто участвовали в прошлом году, вы должны были заметить, что знак звездочки, они немного поменялись. В некоторых местах они появились в обязательном порядке, в некоторых местах их убрали. Поэтому обращаем внимание на звездочку. Здесь, например, вот приведено в целевых группах проекта, это указано именно звездочкой. И эти поля, они обязательны к заполнению. Стоит учитывать, что к нам, во всяком случае, к нам поступало множество вопросов о том, если поле не обязательно, можно ли ее не заполнять. Мы, как ресурс-центр, максимально вам рекомендуем заполнять все поля, потому что стоит учитывать, что эксперт, в первую очередь, человек,
он не может быть роботом, он не может быть кем-то иначе, и поэтому ему важно все-таки для того, чтобы объективно оценить вашу заявку, ваш проект, рассмотреть ее с каждой точки зрения. Поэтому те поля, которые которые не указаны в обязательных полях, тоже максимально следует заполнять, причем максимально подробно, потому что именно от этого зависит иногда постановка баллов. Далее, одним из важных пунктов является теперь пункт организации заявитель. Там появилась функция автозаполнения. Как она работает? Вводится номер вашего ОГРН, нажимается кнопка автозаполнения, и тогда все основные моменты, все основные документы, ИНН, КП, ЕГРЮЛ, все это выгружается и появляется у нас на сайте. Здесь мы, например, вот можем указать как пример, что автоматическое заполнение документов, то есть был указан ОГРН организации, у нас автоматически вышел ИНН, КПП организации с сайта контур фокуса через это приложение, автоматически был загружен PDF-вариант ЕГРЮЛ документации. Желательно этот момент делать, конечно же, перед тем, как у вас изменятся некоторые разного рода документы, если у вас, например, меняется юридический адрес организации или же фактический адрес организации, который вводится ЕГРЮЛ, или же меняются учредители, меняются руководители организации. То есть этот пункт автозаполнения следует ставить в момент, когда у вас именно есть конкретная стабильность, скажем так, организации. Далее вы видите, что там согласно регистрации загружены полное наименование организации, именно, вот, допустим, вот региональная общественная организация Федерации военно-спортивных практических игр, ВСТИ «Авангард». И после этого у нас есть поле загрузки устава. Во вкладке «Организация заявитель» из числа обязательных были убраны данные по выигранным привлеченным денежным средствам за прошлый год. Сделано это было специально для того, чтобы те организации, которые в этом году только зарегистрировались, они не вводили повторные данные, потому что, ну, как новоиспеченная организация могла бы привлечь деньги. Вот, поэтому постарались также в этом плане пойти навстречу вместе с полномочным органом. Для вкладки «Бюджет» также было внесено достаточно много интересных изменений, то есть, например, в полях заработной платы необходимо вписывать не менее 100 символов. Очень важный момент – это как раз-таки сделано специально для того, чтобы вы могли максимально раскрыть, для того, чтобы, собственно, эксперт мог понять. Дело в том, что в прошлом году мы столкнулись с таким моментом, что многие организации не вписывали, в честь чего, собственно, ставится заработная плата. Мы, конечно, голословно можем сказать, что вот руководитель проекта, например, он руководит процессом, он контролирует работу команды, он обеспечивает подбор сотрудников, он обеспечивает именно вот процесс реализации и контролирует, допустим, вот сдачу отчетности. Это все обязательные моменты, которые указаны, например, в соглашении перед выдачей, собственно, грантовых средств. Однако же, так как мы это знаем голословно, очень многие этого не пишут. И поэтому для того, чтобы эксперт мог понять, какую именно функцию будет нести руководитель, ввели такой момент. Поэтому необходимо будет обязательно прописывать, исходя из чего выведена такая сумма. Это вот, во-первых. Во-вторых, какие функции будет выполнять тот или иной сотрудник. А также прописывается именно, какая роль играет именно тот или иной сотрудник. В поле «Страховой взнос» появилась формула подсчета и ограничения согласно законодательству. Так, например, мы пишем, что у нас страховой взнос, если мы посчитали 30 тысяч, он выведет, что сумма страховых взносов 30 тысяч не должна превышать 30,2% от фонда оплаты труда. И в сумме это как раз у нас выходило 540 тысяч. И
мне необходимо от этих 540 тысяч выводить именно 30,2%. Есть определенный момент, то есть существует, конечно же, тот момент, что некоторые организации работают по упрощенной системе оплаты налогов страховых, и в данном случае надо прикреплять соответствующие документы, касающиеся именно этого момента. Также напоминаем о том, что у нас есть, вот уже не раз мы сегодня говорили о карте гражданских инициатив, мы настоятельно рекомендуем там зарегистрироваться, настоятельно рекомендуем загрузить проект, и этот проект, ну, ссылку на этот проект загрузить в разделе информационной открытости организации. Дело в том, что именно такие моменты могут дать дополнительные баллы, и они бывают иногда достаточно сильно решают. В прошлом году опять-таки сталкивались с моментами, что именно из-за информационной открытости, как грантов главы, так и на конкурсах фонда президентских грантов, очень много достойнейших проектов, они просто не смогли пройти балловый ценз. Вот. Из моментов, которые мы сейчас вот не затронули по презентации, хотелось бы отметить то, что если у вас в организации заявители прописан один руководитель, а именно руководителем проекта, соответственно, человек, имеющий право подписи, будет другой человек, вам необходимо будет загрузить соответствующие документы доверенности. А эта доверенность должна быть подписана, нотариально заверена должна быть. И если такого документа не будет, к сожалению, документ будет направлен на доработку. Также в разделе «Форма подтверждения заявки» вы должны распечатать предлагаемый документ, там именно есть определенная форма, которая вам будет представлена, поставить там печать, поставить подпись, и тут надо будет опять-таки учитывать, то есть подпись ставит, если имеет право подписи руководитель проекта, если вы, например, выступаете, вы как проектировщик выступаете от имени другой организации, то есть вы ставите свою подпись, или же, если вы руководитель проекта, непосредственно человек, имеющий право подписи, вы ставите, конечно же, свою подпись. Также, конечно же, хотелось бы отметить то, что все эти документы должны быть хорошо читаемы, а также то, что все эти поля, они именно что проверяются, то есть не получится так, что можно будет забыть некоторые такие вот моменты. Вот. По налогам мы сказали, по заполнению мы сказали, техническим аспектам. Вот. И если у вас будут какие-либо вопросы, конечно же, вы можете связаться непосредственно. Там есть первый номер, это техническая поддержка. Зачастую бывает так, что под вечер сайт бывает немного падает из-за большого количества наплыва участников. Это нормально, в принципе, то есть желательно, конечно, заполнять заранее, но если получилось так, что некоторые данные потерялись или же есть моменты, которых нет, например, то, что в географии проекта иногда не бывают прописаны некоторые наслега или поселка, вы можете позвонить в техническую поддержку и попросить их это включить, они достаточно хорошо идут навстречу, могут в этом плане помочь. С точки зрения социального проектирования мы также проводим консультации. Если у вас есть какие-либо вопросы непосредственно по социальному проектированию, вы также можете обратиться к нам, и мы постараемся тоже максимально подробно вам помочь. Вот. На этом, я думаю, основные моменты мы технических закончили. Если у нас подключилась Ольга, мы хотели бы передать слово ей. Ольга, вы нас слышите, да? Да, я вас слышу. А меня Хорошо, слышно? отлично. Да, слышно, видно, очень хорошо, очень приятно вас Ага, слышать. здравствуйте, спасибо большое за приглашение. И я бы хотела сегодня выступить с темой порядок признания социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителями общественно полезных услуг. Так, сейчас я попробую подключить слайд. Так, видно, да? Да, видно, хорошо, отлично, спасибо. Так.
Так, в 2015-2016 годах в посланиях ежегодных Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил важность вопроса поддержки некоммерческих организаций, зарекомендовавших себя как безупречные партнеры государства, и указал на необходимость установления такого правового статуса, как некоммерческая организация, исполнитель общественно полезных услуг. Президент Российской Федерации своим указом утвердил приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, утвердил их перечень, утвердил критерии оценки их качества и порядок признания НКО исполнителями общественно полезных услуг. Под некоммерческой организацией, исполнителем общественно полезных услуг понимается такая социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении 1 года и более оказывает общественно полезные услуги именно надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, то есть не внесена в реестр Минюста, в реестр инагентов. И такая НКО, которая не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Обязательно некоммерческая организация должна обладать правоспособностью юридического лица, то есть должна быть зарегистрирована в управлении Минюста, вообще в Министерстве юстиции. Так, какие бывают вообще формы оказания поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций? Эти формы поддержки закреплены федеральным законом о некоммерческих организациях, а именно статьей 31 федерального закона. Такие как финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области подготовки кадров, предоставление льгот по уплате налогов и сборов, осуществление закупок у таких социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, предоставление юрлицам, оказывающим такой НКО, материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов. Так, вообще процедура получения СОНКО статуса исполнителя общественно полезных услуг, эту процедуру можно разделить условно на 2 этапа. Первый этап – это оценка качества оказания общественно полезных услуг, и второй этап – признание СОНКО исполнителем общественно полезных услуг. Остановимся подробнее на первом этапе, на оценке качества оказания общественно полезных услуг. Все это регламентировано постановлением правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года номер 89. В этом постановлении также перечислены перечень таких услуг общественно полезных и органы, которые оценивают качество их оказания. Так, оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией осуществляется федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами. Например, Минюст России и наше управление оценивает качество оказания услуг по бесплатной юридической помощи. Также оценивают Роспотребнадзор по своей услуге, Рособорнадзор, ФАДН России и другие. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, например, нашей республики Саха-Якутия, оценивают уже, например, другие какие-то услуги. Министерство труда, социального развития, Минобразования, науки, Минкультуры, Министерство по физической культуре и спорту, Госком по занятости населения. То есть, соответственно, если вы выбираете и оказываете какую-то услугу в течение более года, и более, тогда вы направляете свое заявление. Пока административные регламенты у наших органов исполнительной власти отсутствуют, то, соответственно, по простой письменной форме, в свободной форме, направляйте заявление, чтобы какой-то там, например, Минтруд оказал оценку качества оказания вами, например, услуги по социальной защите населения. Так, далее. В течение 30 дней указанный уполномоченный орган должен выдать вам указанное заключение, которое должно подписаться руководителем органа исполнительной власти, то есть министром. Замминистром, если подписано, то такое заключение не принимается, соответственно, оно будет оформлено ненадлежащим образом. А у нас, например, это будет подписывать наш начальник управления Бурханов Александр Александрович, если это бесплатная юрпомощь.
Далее, у указанных органов уполномоченных есть определенные критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг. Это соответствие общественно полезной услуги требованиям к ее содержанию, объем, сроки, качество предоставления, наличие у работников необходимой квалификации, достаточность количества таких работников, удовлетворенность получателей качеством оказания общественно полезных услуг, то есть отсутствие жалоб на такую некоммерческую организацию в течение 2 лет. Открытость и доступность информации об НКО, отсутствие НКО в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, тоже в течение 2 лет. То есть при предоставлении заявления в уполномоченный орган, чтобы они оценили качество оказания вами услуг, вы можете также направить какие-то документы, подтверждающие, что вами эта услуга оказывается качественно, надлежащим образом, и которые подтверждают, что вот эти все критерии, что вы соответствуете вот этим всем критериям оценки. Таким образом, для уполномоченного органа упростится задача по оценке, и, соответственно, возможно сократится срок оценки, то есть будет менее 30 дней. И обращаю ваше внимание на то, что в случае, если у уполномоченного органа не будет достаточно вот этих 30 дней для оценки, они имеют право продлить еще на 30 дней. То есть, соответственно, увеличивается срок выдачи вам заключения. И если вы продадите вот эти документы, подтверждающие надлежащее исполнение вот этих услуг, то вы себе тоже сократите срок получения заключения. Так, и также для организаций, которые надлежаще реализовали проекты с использованием гранта президента, есть упрощенный порядок получения указанного заключения, то вы подаете заявление в фонд президентских грантов на получение заключения о надлежащей реализации проектов, они вам его выдают тоже в электронной форме, и вы нам подаете это заявление, заявление с этим заключением, и, соответственно, мы в упрощенном порядке ставим вас в этот реестр. Так, далее остановимся на втором этапе. Это уже признание СОНКО исполнителем общественно полезных услуг. Указанный этап проходит через нас, через управление Минюста России по Республике Саха-Якутия. И некоммерческая организация предоставляет нам определенный перечень документов. Состоит всего лишь из 2 документов. Это, соответственно, само заявление о признании СОНКО по установленной форме. Эта форма установлена вышесказанным мною постановлением правительства номер 89 и подает нам заключение о соответствии качества оказываемых услуг по установленной форме. Тоже в этом постановлении есть. Либо, если был упрощенный порядок, заключение о надлежащей реализации проекта. Но в случае, если вами указанное заключение о соответствии качества оказываемых услуг нам не было передано, то мы имеем право и можем запросить по межведомственному взаимодействию указанное заключение. Главное, чтобы оно вами было получено, и дата была не в день представления и не позже представления заявления. А то бывали такие у нас случаи, когда, например, заявление о признании к нам представлено, но заключение не было представлено. Мы запрашиваем это заключение, а оно выдано организации уже датой позже заявления, которое к нам было представлено. Это тоже как бы является основанием для отказа, потому что у нас такая функция чисто техническая. Мы видим ваши документы, смотрим, правильно ли они оформлены, надлежащим образом, указана ли услуга в соответствии с перечнем и подписано ли заключение уполномоченным лицом, и чисто технически вносим вас в реестр. Это указанное действие происходит в течение 10 рабочих дней. Мы признаем вас социально ориентированной некоммерческой организацией, исполнителем общественно полезных услуг. И вы сроком на 2 года включаетесь в указанный реестр. Чтобы продлить указанный срок, то вы просто направляете нам заявление без заключения и в упрощенном порядке дальше продлеваете вхождение в этот реестр. Так, так, все. Если у вас есть какие-то вопросы, может, я что-то упустила, с удовольствием отвечу.
Ольга, можно, да, вопрос, пожалуйста? Да, конечно. Так, ой, ага. Вот, давай. Так, хочу подключить свою камеру. Пелагея Петровна Прокопьева, специалист администрации, да? Так, ну у нас имеются такие организации некоммерческие, которые были организованы, ну, так сказать, на базе бюджетных учреждений. Допустим, в сфере культуры, в сфере развития спорта, да? То есть, ну, если не сами руководители, то члены, входящий в состав учредителей организации, являются исполнительными, ну вот по своей функциональной обязанности работниками, да, бюджетной организации своей сферы. И они там же организовали, ну, в целях развития своей бюджетного учреждения, некоммерческие организации. Вот такие вот организации могут ли быть исполнителями общественно полезных услуг? В случае, если учредителями НКО является какое-то бюджетное учреждение, да, какое-то? Да, да. Так, ну здесь, наверное, скорее всего, по аналогии с получением субсидий, такие НКО же субсидии не могут получить, да? Или могут? Так, НКО субсидии, они из получают, госбюджета, да? Муниципального бюджета. Получают? Если руководители муниципальные или государственные служащие, да? Вопрос. Да. Ну, по идее, нет. Нет, ну такого прямого запрета они... нет. Есть запрет только для государственных корпораций, да, государственных компаний и политических партий. Соответственно, все, что не является вот этими НКО, вот этими ОПФ, то те организации могут включиться в реестр ИАПУ. Угу. Ну, то есть, если, ну, вот если перейти прямо на конкретный пример, допустим, у нас имеется Дом творчества, да, Дом народного творчества, и директор является же руководителем некоммерческой организации. То есть она, выполняя свои функциональные обязанности, ну, на зарплату. Нет, мы такие моменты вообще не проверяем, даже на это не обращаем внимания и не имеем права, скорее всего, это смотреть. И, соответственно, такая НКО может войти в реестр. Тоже может. Да. Угу. Так, вот в поддержках в некоммерческих организациях, ставшими исполнителями общественно полезных услуг, ну, насколько я знаю, это информационная, юридическая помощь, да? И еще есть финансовая помощь. А финансовая помощь, она финансовая помощь заключается в получении субсидий, в приоритетном каком-то порядке получения субсидий. Например, в грантах главы, насколько я знаю, дается дополнительно 5 баллов такой НКО, которое находится в реестре ИАПУ. Также, насколько я знаю, по положениям других субсидий, других органов о выдаче субсидий тоже есть и добавляются, и сейчас будут добавляться какие-то положения, которые дают приоритет в получении субсидий. А возмещение затрат, есть, по-моему, тоже такая поддержка, именно возмещение затрат. Не для всех наверняка это тоже идет, да? Это смотря какие услуги не предоставляют. Да, смотря какие услуги, смотря в какой орган. Например, образовательные организации, насколько я знаю, они возмещают свои затраты. Какие-то организации, которые социальное обеспечение оказывают. Это все, то есть, допустим, например, образовательные организации, Минобра, соответственно, да, получают. По соцзащите получают с Минтруда и так далее. Если, допустим, образовательное учреждение тоже имеет некоммерческая организация, там поддержка талантливых детей, и они вот дополнительно, кроме своих функциональных обязанностей, как некоммерческие организации, предоставляют услуги дополнительного характера, да? И они, и вот это вот они тоже могут на возмещение затрат. Ну да, это нужно уже смотреть и обращаться в уполномоченный орган, который имеет право возмещать затраты. То есть свои кружки они могут уже предоставить на, ну, оплаты оттуда, да, может идти. Да, но если они заключат какое-то соглашение, контракт и так далее. Хорошо, спасибо. И еще хочу добавить, что нами, управлением, разработана памятка, методические рекомендации по порядку признания СОНКО исполнителям общественно полезных услуг. И я думаю, в ближайшее время мы в единый ресурсный центр направим эту памятку, чтобы они распространили по некоммерческим организациям для упрощения взаимодействия, да, с нами, с органами и так далее.
А дополнительно какая-нибудь отчетность возлагается на некоммерческие организации, ставших ЕАПУ? Нет, нет, дополнительно ничего нет. Это просто Отчетность как гарант того, статус, что вы да? являетесь безупречным партнером государства, как знак качества вашего. Хорошо, спасибо. Слушатели, надеюсь. Ага, спасибо, Ольга Большое Сергеевна. спасибо. Мы обязательно распространим по всем нашим некоммерческим организациям, опубликуем по возможности, если это получится, у нас на сайте электронный вариант этой памятки. И я думаю, это будет очень полезно для всех некоммерческих организаций, потому что на данный момент очень много запросов и вопросов поступает именно, ну, не только даже от Хангаласского района, а именно по всей республике в целом, о том, как встать в перечень ЕАПУ и какие там есть особенности и аспекты. Поэтому я думаю, как раз такая памятка будет очень полезна для всех нас. Ага. И если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете смело обращаться к нам в управление по номерам телефонов. У нас на сайте есть эта информация. То есть везде мы открыты, доступны к общению, к обращениям и так далее. Хорошо, Спасибо. отлично, спасибо. Так, ну если, я так понимаю, в принципе, вопросов-то больше... Так, может, у нас Дмитрий, есть слушателей- вопросы у участников по заполнению? Да, вот я вот сейчас смотрю чат, и если у нас вопросы, Есть, да? если у участников есть вопросы, мы можем дать вам доступ, у вас открыт доступ, собственно, для того, чтобы спросить вопрос через микрофон, или же вы можете написать свой вопрос в чате, у нас чат также доступен, если имеются какие-либо вопросы по особенностям вхождения в состав ИОПУ, или же вопросы конкретно, может быть, даже вопросов непосредственно к Министерству юстиции, вы можете также их Да, задать. можете также вопросы по госрегистрации, по отчетности. По отчетности до 15 июля продлен срок отчетности, то есть до 15 июля вы еще имеете право представить нам отчетность. Это в этом году такая мера. Пользуясь случаем, можно, да, спросить? Да. Ну вот по поводу отчетности некоммерческой организации было сказано, и ко мне тоже обращаются, ну, можно сказать, многие представители именно в том плане, что слишком большая отчетность, которая бывает, что у большинства, у некоторых людей отбивает все желание, все вот эти вот, да. В будущем какое-то упрощение по форме отчетности предусматривать, вообще возможно ли это, что отчетность хотя бы не квартальная, а может быть полугодовая? Хочу отметить, что отчетность в управлении сдается и так ежегодно, то есть один раз в год. Отчетность у нас несложная. Если, например, у некоммерческой организации доходность была менее 3 миллионов, не было иностранного финансирования, то сдается отчетность всего лишь на одном листке. Там заполняются такие какие-то общие сведения о руководителе, об адресе, ставится подпись руководителя. Если общественное объединение, если они не получали иностранное финансирование, то тоже сдается все по нулям, ставятся прочерки, нули. И совсем отчетность у нас несложная. Если тоже какие-то вопросы возникают, вы можете и по WhatsApp к нам обратиться, по электронной почте, по телефону. Мы поможем вам в заполнении отчетности, в представлении через портал наш информационный. Тоже электронно это все можно сделать, дистанционно. То есть к нам не приезжая, не пользуясь какими-то почтовыми службами, не неся какие-то почтовые расходы. Да, насколько я помню, еще и можно было же через сайт подать отчетность. Да, через информационный портал можно. Через информационный портал, и особенно если отчетность нулевая, если, например, вообще не поступали никакие средства или деятельность, как не производилось ввиду некоторых обстоятельств, можно же, по-моему, именно на сайте все это заполнить. Достаточно. Да, вообще у НКО есть обязанность по публикации отчетности раз в год тоже. И как раз, когда вы загружаете на наш портал свой отчет, вы, получается, убиваете двух зайцев, да, можно сказать. И нам отчет сдаете, и публикуете где-то в СМИ. Да, достаточно полезные особенности получается, поэтому всех некоммерческих организаций призываем
сдавать отчетность, по возможности, конечно же, онлайн, публиковать свои отчеты публичные в средствах массовой информации, потому что такие моменты дают, на самом деле, очень много баллов в грантовых конкурсах. А грантовые конкурсы, собственно, это ресурсы нам для решения поставленных перед нами задач и целей. Да, и еще добавлю, что многие НКО, участвуя в каких-то грантах, субсидиях, да, на получение субсидий в конкурсах, запрашивают у нас справку. И в этой справке мы обязательно указываем, соблюдается ли НКО вот эта обязанность по представлению отчетности. И если вы, например, не представили, либо представили с нарушением срока, то это все заполняется в этой справке, и мы направляем в орган, либо самой НКО, которое представляет потом в орган, который выдает субсидию. Поэтому, чтобы как-то не очернять свою историю, да, лучше все сдавать вовремя. Как раз до 15 июля все продлили, и я думаю, все условия для НКО созданы. Абсолютно согласен, Ольга Сергеевна. Я думаю, в принципе, у нас некоммерческие организации сдадут отчетности. Так, если, в принципе, вопросов нет, я так смотрю, чат, в принципе... Можно, да, есть один вопрос. Ага. Здравствуйте, коллеги. Это некоммерческая организация Центр адаптивной физической культуры и спорта «Феникс», Хангаласский УВУЗ. Изменение устава Минюст можно также дистанционно подать, да? Да, вы можете через портал госуслуг. Главное, чтобы у вас была электронно-цифровая подпись. Чтобы подпись еще надо. Да, но это вам и для дальнейшей деятельности тоже понадобится. В условиях пандемии физически могу же приехать, да? Почтой России сдаете нам. У нас сейчас прием ограничен, да. Но я думаю, ЭЦП вам и для дальнейшей деятельности пригодится. Если у вас будет ЭЦП, то вы сможете нам через портал сдать документы, а пошлина не облагается. Ну, думаю, плюсов много, достаточно. Спасибо. Ага, спасибо за вопрос. На самом деле у нас сейчас как раз вот хотел передать слово нашему юристу. Если у нас вопросов в принципе нет, он как раз Дмитрий, расскажет. Так, ага. Дмитрий, можно, да, мне один вопросик по карте? Так, ну вот уточнили, что если организация имеется в карте, да, как открытая общественная организация, то там засчитываются дополнительные, ну, как бы баллы, преимущества, да, возникают. Я вот только что в Яндексе пробила карта общественных инициатив Республики Саха-Якутия, и вот, ну, вижу вот информацию, что заработала карта, а где я могу найти именно, чтобы туда вбить свои данные? Как это Так, процесс там как происходит? Вы заходите на наш портал, erc-portal.ru, через ваш портал делается? Да, это все находится именно на нашем портале. Также она продублирована на сайте грантов главы. На портале грантов главы там есть вкладка «Карта гражданских инициатив». Собственно, и там вы регистрируетесь и, собственно, можете сохранить свой проект, ну, именно загрузить свой проект. Там достаточно простая, на самом деле, и весьма интуитивная, но если будут какие-либо вопросы, конечно же, наши техспециалисты и IT-менеджеры с радостью вам проконсультируют. Так вот, по как раз-таки особенностям и возможностям ЭЦП для некоммерческих организаций, именно вот пошлин, как раз-таки у нас сегодня подготовлено выступление нашего юриста. Если у нас и у вас кончились вопросы к Ольге Сергеевне, думаю, мы можем сказать слова благодарности с Ольгой Сергеевной, заместителем начальника отдела по делам Минюста Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, за то, что уделили нам время, за то, что раскрыли нам некоторые аспекты и особенности вхождения в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Я думаю, что, ну, мы во всяком случае надеемся, что после этого нас, исполнителей общественно полезных услуг, станет еще больше. Спасибо большое за приглашение, за внимание. Спасибо. Всего доброго. Ага, и хотел бы сейчас пригласить юриста Единого центра Вячеслава Сергеевича Ядреева. Он как раз расскажет вам о регистрации ТОС, о регистрации некоммерческих организаций, и как раз таки остановится на моментах того, какие есть особенности подачи как документов к регистрации, так и особенностей
именно с финансовой точки зрения, потому что финансы, конечно же, как ресурсы, они достаточно важны. Имеется в виду, что услуги бесплатно стоит Так, всем здравствуйте. Меня зовут Андреев Вячеслав, юрист Единого ресурсного центра. Переходим теперь к теме ТОС, территориальное общественное самоуправление. Вот, и согласно информации портала НКО, портал Министерства юстиции показал нам, что в Республике Саха-Якутия зарегистрированы в качестве юридического лица 24 ТОСа. Из них один ТОС зарегистрирован на территории Хангаласского района. Так, если мне не изменяет память, это ТОС САТА, первый Мальжаргарский наслег, если я правильно его произнес. Пелагея Петровна, можете меня поправить, если это не так? Да, совершенно верно. Да, вот. Хотелось бы услышать ваши проблемы. В чем проблема регистрации ТОС? Потому что ТОС регистрируется в первую очередь, первый этап в администрации у вас на местах. Если вы первый этап пройдете, то уже по желанию самого ТОС вы можете подавать и в Министерство юстиции. Сейчас я включу демонстрацию. Видно, да? Так, регулируется ТОСы у нас федеральным законом номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Вот, территория ТОС может быть от подъезда и до микрорайона, либо еще больше территорий, потому что там указано, что в любых иных территориях проживания ТОС может создаваться. Вот. ТОС можно, так сказать, что они должны пройти 2 регистрации, если они хотят зарегистрироваться в качестве юридического лица. Первый этап у нас проходит на местах. Это администрация должна зарегистрировать у вас ваш устав. С этого момента ТОС является уже зарегистрированной. Тем не менее, чтобы зарегистрировать ТОС в качестве юридического лица, тут уже нужно подавать документы, определенный перечень документов в Министерство юстиции, представитель которого вот недавно только что выступал. Вот, и по первому этапу. Если у вас собрание жителей на определенной территории согласно, и это количество жителей не менее 1/3 от всего количества проживающих, постоянно проживающих на территории будущей ТОС старше 16 лет, тогда вы собираетесь в собрание этих жителей, они избирают инициативную группу. Инициативная группа уже начинает заниматься организацией и подготовкой к учредительному собранию. То есть они обращаются в администрацию, например, за тем, чтобы узнать, какое количество на данной территории ТОС будущее проживает на постоянной основе, то есть по прописке, скорее всего, и старше 16 лет. Подготавливают устав, и в случае, когда уже собрание жителей произойдет, они должны будут определить там территорию свою, на которой они хотят создать будущую ТОС, потому что данная территория, она должна быть утверждена, утверждается она представительным органом муниципального образования.
Это у нас представительный орган является Совет депутатов, наследный Совет депутатов. Именно они должны утвердить эти границы. И администрация должна, так сказать, подготовить порядок регистрации, да? То есть дать инициативной группе информацию, как нужно регистрировать у вас в администрации, например, ТОС, пройти первый этап регистрации. То есть когда подается, куда подается, какой срок рассматриваются все эти документы, какие документы подаются. Вы, пожалуйста, сами организуйте этот порядок, доведите до сведения всех жителей, до сведения инициативных групп, чтобы у вас не было проблем хотя бы по первому этапу регистрации. Так как у вас уже зарегистрировался ТОС-1 САТА, да, то вы можете посоветоваться у них, взять рекомендации у них, как они это все организовали, как прошли эту регистрацию, если, конечно же, у вас есть проблемы на первом этапе. То есть законодатель вам дает полное право организовать всю эту систему первого этапа регистрации самостоятельно. Вот. Главное, чтобы границы утверждались наследным советом депутатов. Это в обязательном порядке, так как это является представительным органом. А все остальное вы можете определить самостоятельно. В какой срок. Ну, то есть вы должны им также, наверное, положение разработать или какой-нибудь порядок, регламент, согласно которому инициативная группа должна соответствовать, потому что, скорее всего, там будут определенные сроки. Например, заседание, собрание депутатов, оно регулярное, но не так часто, наверное, происходит. И вот поэтому на ближайшей сессии набирается, например, определенное количество заявлений, если это в заявительном порядке, определенных ТОСов, инициативных групп на утверждение территорий будущих ТОСов. Ну, это если у вас есть затыки на первом этапе регистрации. Если же у вас нет проблем на первом этапе, все организовано, все быстро оформляется, регистрируется, устав ТОС регистрируется в администрации, наследной администрации, либо вот хангаласской улусной администрации. После этого уже самостоятельно решает тоже ТОС, будет ли оно регистрироваться в качестве юридического лица. Если же принято решение о регистрации в качестве юридического лица, то документы подаются в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Оно находится в городе Якутске по адресу улица Амосова, 18. Личный прием, к сожалению, пока не осуществляется, поэтому вы можете подавать двумя способами. Это через Почту России, если в бумажной форме хотите подавать. И если есть форма подачи через портал государственных и муниципальных услуг. Он намного дешевле, потому что не нужно оплачивать государственную пошлину в размере 4000 при создании. Не надо будет нотариально заверять один экземпляр заявления, который тоже требует, то есть стоит несколько тысяч рублей, да? Вот. Если же принято решение о том, чтобы подавать документы, то перечень следующий. Заявление по форме R1101. Если вы будете подавать все-таки в бумажном варианте, то в количестве 2 экземпляров необходимо подавать. Один экземпляр обязательно нотариально должен быть заверен. Подпись заявителя должна быть заверена в этом заявлении. Второе заявление нотариально заверять не требуется, но нужно прошить и пронумеровать и заверить самостоятельно это заявление. Протокол учредительного собрания конференции либо собрания граждан в количестве 2 экземпляров. Оба протокола должны быть прошиты, пронумерованы, заверены самостоятельно.
Устав ТОС в 3 экземплярах, 2 из которых должны быть прошиты, пронумерованы. 3-й экземпляр прошивать и пронумеровать не требуется. Также оплачивается госпошлина в размере 4000. Это все мы говорим про письменный вариант, про бумажный вариант подачи документов. В случае, если вы подаете в электронной форме, оригинал, то есть квитанцию об уплате госпошлины не прилагаете. То есть не оплачиваете и не прилагаете тем более. Дополнительные документы, которые все-таки рекомендуется пока что отправлять в Министерство юстиции с пакетом документов, первых 3 документов. Положение о порядке регистрации устава, либо порядок какой-нибудь, либо регламент о регистрации устава. Решения муниципального образования, например, если имеются, которые утверждают положение это, либо утверждают устав, если они имеются. Справка, сколько проживает на данной территории человек на постоянной основе и старше 16 лет. Решение муниципального образования об утверждении границы. Это может быть распоряжение, либо постановление наследственного совета депутатов. Да? И протокол собрания жителей, где они избрали инициативную группу, то есть утвердили устав, назначили, да, эту территорию устава будущего ТОС. И, скорее всего, норму делегатов, которые будут выступать на учредительном собрании. Вот, потому что количество жителей может быть большое, даже если оно составляет треть от всего населения. И чтобы всех не учитывать в учредительном протоколе, делают следующим образом, что представители этих жителей выступают уже в меньшем количестве, от 3, например, до 10, и тогда намного легче их, то есть оформить учредительное собрание. Так, теперь я хотел бы вам показать, как выглядят эти документы, да, если есть такое желание. Например, хотелось бы сказать, что в 2016 году у нас активно начали регистрироваться ТОСы. И началось все с Сунтарского улуса, поэтому мы взяли образец документов Сунтар, запросили у них информацию, и пока по этим же документам, маленечко скорректировав их, с течением времени все-таки всегда происходят какие-то изменения, но основа осталась та же самая. Вот так вот примерно выглядит устав. Не показывает, да? Вот так вот примерно выглядит устав. Так, можно его сделать поменьше. Вот, здесь в уставе обязательно указывается наименование с учетом всех требований, которые должны быть исполнены для общественных организаций. Это нужно указывать в обязательном порядке территориальность, указывать организационно-правовую форму. Организационно-правовая форма у нас общественная организация. Также в обязательном порядке указывается территориальное общественное самоуправление, а потом уже указываете свое какое-нибудь личное наименование этой организации. Дальше указывается территория деятельности, например, какой-то наследник Хангаласского улуса Республики Саха-Якутия. Вот. Также обязательно указывается территория, на которой будет действовать ТОС. Получается, на практике у нас всегда указывают вот в пункте 1.4 всю территорию,
на которые будет распространяться ТОС, вплоть до улицы и домов, указания улиц и домов. То есть перечисление идет всех улиц и домов, которые относятся к территории ТОС. Указывается обязательно местонахождение, не обязательно указывать адрес. Это делается для того, чтобы в будущем, если у вас изменится адрес, то нет необходимости сразу же вносить изменения в игру. Густав. Обязательно указываются цель, задачи, направления, виды деятельности, то есть предмет ТОС, ради чего создавался ТОС, какие он будет предоставлять услуги, чем будет заниматься, чтобы добиваться своей цели. Здесь вот для примера уже все расписано. Ну и остальное это уже такая информация, которая не очень... Ну, если вы используете мой образец, то она уже будет все там расписана. И вам нужно, главное, обратить внимание на наименование организации, на территорию организации, будущий ТОС, указать, например, количество всех органов, а органы у нас называются общее собрание членов. Это высший орган управления, постоянно действующий орган должен быть. Здесь вот это правление может, этот орган может называться по-разному, может называться и совет, может называться и президиум, либо еще как-то, если вы придумаете. То есть никаких каких-либо требований к наименованию постоянно действующего органа не имеется. Ну и, конечно же, должен быть руководитель, это постоянно единоличный исполнительный орган. Вот он здесь у меня прописан. Тоже название этого органа вы выбираете сами. Председатель, руководитель, директор, генеральный директор, исполнительный директор. И в обязательном порядке контрольно-ревизионный орган, либо в единственном лице, либо в коллегиальный орган, это во множественном числе. То есть контрольно-ревизионный орган может быть ревизионная комиссия, либо единоличный ревизор. Вот. Теперь перейдем к учредительному протоколу. Блин, я не то делаю. Так, демонстрация нужно подать. Школа ТОС. Остановить демонстрацию. Угу. Но если есть вопросы, вы можете задавать уже, начать вопросы задавать по регистрации ТОС. Примерно вот так вот выглядит протокол учредительного собрания, не собрание жителей, а уже собрание учредителей, где, например, вы уже избрали представителей, делегатов, которые будут представлять треть жителей, не менее трети жителей будущий ТОС. В обязательном порядке нужно указывать дату, место проведения, время, пофамильно
пофамильно имя, отчество указать всех учредителей, которые были избраны. Должно присутствовать не менее 2/3 делегатов, которых избрали, например, жители, для того, чтобы они их представляли, от не менее треть жителей ТОСа. В обязательном порядке должны быть вот эти вот все 8 вопросов озвучены быть. По всем ним должны быть приняты решения. В обязательном порядке должны быть принято решение о создании этой ТОС, утвердить его устав, избрать всех членов правления, всех членов ревизионной комиссии, избрать председателя либо ревизора, определить порядок, размер, способ и сроки образования имущества ТОС. И 8-й вопрос – это о совместной деятельности учредителей по созданию ТОС. 7-й вопрос – определение порядка об имуществе, образовании имущества ТОС. Этот орган, этот вопрос обязательный. Он такой же, как и минимальный размер, такой же, как и уставной капитал в коммерческих организациях, не менее 10 тысяч. И 8-й вопрос тоже стал как бы обязательным, да, за ним смотрит Министерство юстиции. Если он отсутствует, они об этом указывают. Ну, здесь нужно указать то, чем будут учредители заниматься, то есть по процессу регистрации, кто чем будет заниматься. В основном тут указывают того, кто выступит заявителем от учредителей. Заявителем может выступить только один из учредителей при создании. После создания, конечно, заявителем будет выступать уже руководитель на постоянной основе. Вот, если вопросов нету по протоколу, я вам могу показать теперь программу специальную. С 2020 года, с ноября месяца, вступили в силу изменения по форме заявлений. Теперь форма заявлений изменилась. И теперь по новой форме заявления не нужно заполнять всех учредителей. Поэтому прошу обратить внимание на это. И я рекомендую вам скачать специальную программу. Ссылку вам скинут по чату. Так, где же она? Леонид. Мы заранее ее не подготовили. На рабочем месте она где-то. Спасибо. Вот мы открыли специальную эту программу, когда вы ее скачаете. Она вот так вот выглядит. Нажимаете на верхнем левом углу листочек бумаги со знаком плюс. Что-то она у меня подвисла. Леонид. Ничего не работает. Не нужно это, демонстрацию указать. Основную демонстрацию что показывает, да? Ага. Вот все заработало. Например, у нас выходит меню. Вы выбираете определенную форму заявления. Если мы берем создание, то это форма R11001. И выбираем ее, и нам выходят следующие поля. Идет загрузка.
Ну, наконец-то. Вот, очень удобная программа, рекомендую ее использовать. Здесь вот указываете свою организационно-правовую форму. Например, в нашем случае вы выбираете общественную организацию, потому что ТОС регистрируется в форме общественных организаций. Вот. И где поле полное наименование, вам уже выйдет эта организационно-правовая форма, вы лишнюю информацию выбираете. И здесь в обязательном порядке нужно указывать идентично полное наименование, такое, как указано в уставе. В уставе у вас будет специальный пункт, где будет прописано, что полное наименование организации такое-то, такое-то. И оно должно быть очень соответствовать, идентично соответствовать тому наименованию и указанию в заявлении. Такое же требование и к сокращенному наименованию. Второй пункт – это у нас сведения о наличии у юрлица наименования на языках народов. Например, если у вас будет наименование на якутском или на югогирском, венкийском и так далее языке народов, то необходимо указать соответствующий код. Этот код вы можете в классификаторе в интернете найти и указать соответствующий код. Если же у вас есть наименование полностью на английском языке, тогда именно в этом случае вы указываете код 016 и в обязательном порядке указываете наименование юридического лица на английском языке. Тоже полное и сокращенное, если имеется. Далее мы переходим к местонахождению юридического лица. Здесь тоже очень легко все заполняется. Вручную будет сложно заполнить, а программа дает хорошую подсказку. Например, мы вбиваем код, и уже автоматически программа предоставляет нам наименование субъекта Российской Федерации. Далее, например, выбираем Хангаласский район. Вот, тоже нажимая вот на эту галочку, оно дает нам несколько, то есть оно представляет нам все районы Республики Саха-Якутия, и вы, например, вбивая уже первые буквы, она уже предоставляет соответствующий район. Вот. Дальше вы выбираете либо наследник, либо городское поселение. Возьмем, например, город Якутск, город Покровск, и выбираем его. Населенный пункт будет город Покровск. Переходя на пункт 4 уже к адресу, и просто один раз нажимаете на любой из полей, которое заполнено в третьем пункте, оно автоматически уже все заполняется. И здесь указываете уже свою улицу соответствующую, например, улица Антенная и соответствующий дом. Тоже программа автоматически все предоставляет, эту информацию, и вы просто выбираете соответствующую цифру либо название улицы. Так, еще раз обращаю внимание, что теперь у нас наверху указаны все листы, но эти листы, они не заполняются, заполняются только те листы, которые необходимы. И внизу программа предоставляет такие вот подсказки. Например, у нас написано, что титульный лист, сведения о наличии у юрлица наименования на языках народов не заполнен. Дело в том, что я указал здесь код 016, а этот код код английского языка. Его нужно удалить, и тогда подсказка эта уйдет. Вот, если мы... И программа нам подсказывает, что следующий для заполнения является лист Е. Нажимая на него, вы автоматически переходите на лист Е, указываете на «Добавить лист» и заполняете данные поля по тому, кто был избран руководителем. Председатель, генеральный директор, исполнительный директор и так далее. Здесь уже указываются, и здесь все понятно, я не буду по каждому полю рассказывать, уже персональные данные вводятся.
Далее идем, программа нам подсказывает, что нужно заполнить лист Ж. Этот лист Ж, если добавить лист, означает, что нужно указывать АКВЭДы, это виды экономической деятельности. В обязательном порядке нужно указать код основного вида деятельности. И если вы хотите, по вашему желанию, еще заполняются коды дополнительных видов деятельности. В обязательном порядке также запомните, что виды экономической деятельности, эти коды основного и дополнительных видов нужно указывать не менее 4-значных кодов. То есть, например, если мы возьмем универсальный 9499, то он состоит из 4 знаков, как вы видите. Можно из 5 и 6, меньше нельзя. Дальше лист Е у нас необходим для заполнения, в обязательном порядке заполняется. Указываем, кто выступает заявителем, либо это физлицо, либо это руководитель какого-то юридического лица, юридическое лицо, которое выступило учредителем. И вбиваете опять то же самое, фамилию, имя, отчество и персональные данные его, кто у вас выступает именно заявителем. Если у вас заявитель то же самое лицо, кто и руководитель, вот здесь вот есть вот такая вот хорошая штучка, которая называется «История ввода». И если вы уже в листе Е всю информацию заполняли о нем, и если это тот же человек, что и руководитель, оно дает возможность, нажав сюда, автоматически заполнить всю информацию о том человеке. Ну, на этом у меня все. Если есть вопросы, я попробую на них ответить. Если же нет, я потом могу обратиться к вам и непосредственно персонально вам предоставить информацию, ответ. Так, читаем первый вопрос от Пелагеи Петровны. Если сейчас во время подготовки заявок НКО регистрируется на карте, это будет учтено в конкурсе грантов? Это, скорее всего, уже вопрос был к Дмитрию Михайловичу, да? Дмитрий Михайлович, уже ответили. Есть ли вопросы по регистрации ТОСов? И желательно по второму этапу. То есть по этапу, когда уже нужно зарегистрировать в качестве юридического лица при подаче документов в Министерство юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Если нет вопросов, то мы будем заканчивать. После обеда у нас будет продолжение, вторая часть, согласно программе зонального форума. Я с вами прощаюсь. Пожелаю вам удачи, успехов в регистрации ТОС. Ничего не бойтесь. Главное начать. И при возникновении вопросов вы всегда можете обращаться либо непосредственно в управление Министерства юстиции, как и сообщила нам ранее Ольга Сергеевна, о том, что вы можете в любой момент звонить по номерам телефонов Министерства юстиции. Также вы можете, конечно, обращаться к нам, в Единый ресурсный центр, по регистрации и по другим вопросам, связанным с грантами, да, с проектами. Ну и по первому этапу вам нужно, так как администрация должна быть заинтересована в создании ТОС, и идти постоянно навстречу жителям и инициативной группе по регистрации ТОС. Поэтому я думаю, что вы там скооперируетесь и друг другу поможете в этом вопросе. Всем пока, до свидания.